Дорогие друзья, ну что, началась вот эта вот чудесная пора, самый ее разгар, когда мы все готовимся к Новому году, мы готовим подарки, мы в поисках этих подарков. А вот такие вот замечательные, очень теплые, прекрасные подарки можно приготовить своими руками. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Ефросинья Прокопьевна, и я руководитель Центра детского анимационного творчества в Нанской средней школе номер 2. Сегодня я хотела бы провести небольшой мастер-класс по изготовлению вот такого Дедушки Мороза. Наверное, у многих у вас в советское время были такие Дедушки Морозы. Мои родители однажды купили такого Дедушку Мороза, поставили под елку. Я была еще маленькая, по-моему, в начальных классах училась. Это был такой огромный подарок. И я думала, что Дедушка Мороз, у него внутри что-то есть. Угу. И на следующее утро сердце. Мои родители обнаружили этого дедушку растрепанным. И я ночью подкралась к этому дедушке, открыла у него там все изнутри и хотела увидеть, конечно, подарки, но там лежали, к моему разочарованию, опилки и какой-то там бумага, мусор какой-то. И у меня так настроение упало. Но все равно потом мы его как-то склеили, и он нас радовал еще много-много лет. В советское время у детей было мало игрушек. Так. И, видимо, я еще не наигралась, и до сих пор вот как бы мое хобби – делать игрушки. Счастливый человек – это когда у человека профессия становится любимым хобби. Итак, мы начинаем. Нашего дедушку. Так. Вы берете вот такую пластиковую бутылочку. У всех есть? Да, Так. у всех есть проволока такая. Для творчества она продается в разных хозяйственных магазинах. Вы ее обматываете вот таким образом. Можете 2 раза обмотать. Вот так вот. Вот так Да. можно, да? И потом вот потом здесь уже одновременно скрутить. их скрутить. Понятно. Здесь вам поможет. А прям сильно скручивать? Нет, немного. Ну вот, я уже скрутила. Чтобы она немного Была покрепче. Покрепче была. Вот как? Вот. Так. Чтобы руки у нас не болтались. Это ручки у нас? Да, будут? это у нас будут руки. Понятно. Так, вы можете их укоротить. Берем ее, вот видите, как шалью его. Закрываем, ручки обматываем и все приминаем. Делаем вот такую форму. Ясно. Что-то у вас так это все быстренько, шустренько. Я как бы от вас не отстать. Вот так вот. Да. Я И прям формируем такие рукавички. справилась. Чтобы не острые были, а рукавички. У нас получается вот. Рукавички формируем. Вот. Так, и у нас осталось, вот у вас есть фольга, вы можете ее использовать. И нам нужно сделать теперь голову. Формируем вот такой шарик. Сначала шарик. Так. Ставим его вот так. Еще берем фольгу. Примерно столько же, да? Так. Складываем ее пополам. На 4 части. Да, на 4 части. Вот так мять мне очень нравится. Здорово. Вот. Так. Делаем, как бы, чтобы соединяем голову с туловищем. Ой, здорово. Так. Вот, соединили. Все, у нас получилась форма Дедушки Мороза. Вот
эту технологию может освоить каждый. Да, даже И маленький ребенок. Даже да, маленький ребенок. да. Так что, мамочки, берем на вооружение. Так. Вот. Теперь мы берем нашего Дедушку Красавец. Мороза. Вот мы сделали голову Дедушки Мороза. Но молот у меня большой. А, Но для того, чтобы сделать вот такую маленькую форму, нам нужно немного взять пластики или вот такой полимерной глины. Ой. ага. Эта глина, она высыхает на воздухе. Ну, стоит где-то рублей 150. Так. А вот эту, которую я держу, это пластика. Ее обрабатывают, ну, при нагревании она становится пластмассой. Формируем вот такую лепешечку, прикладываем на наш молд. Он сделан из силикона. Вот так надавливаем. Так, надо аккуратненько, чтобы он не треснул. Это силиконовая глина. Нет, Ой, это пластика. А, пластик. Вот эта форма, молд. она сделана Ага. из силикона. Понятно. Когда мы ее вот так надавливаем, У нас получится личико, да? да, у нас как бы получается вот такой личик. Ух ты. Да? Ага. Ну, я заранее заготовила вот такие Понятно. личики. То есть уже... Его надо раскрасить и приклеить на нашего дедушку. Так, вы берете клей ПВА, клей. Ну, вы на своего деда, а я на своего. Просто вот прям вот на личико, да? Да, Вот- на личико Вот так вот. приклеиваем. Вот так. Правильно? Ага. Немножко зафиксируйте, чтобы он Ну, правильно вот. Посмотрите. вот успел так вот. да, Да. высохнуть. Ага, чтобы не отвалилось наше лицо, главное лицом. Почему у нас упасть. Дедушка Мороз все время падает? Вот это мое, конечно, упущение, потому что бутылочку надо было бы залить гипсом, может быть, вот настолько, чтобы он был более устойчив. А может, крупы бутылочка, какой-нибудь? да, и она будет шуршать. Теперь мы берем вату. Ну, для работы нам заранее должна была вас ознакомить, с чем нам можно работать. Для изготовления ватной игрушки нам потребуется вата Ну, да. хлопковая. Ага. Вот она такая продается. В аптеке. Да, и в аптеке. Но в аптеке бывают разные ваты. Бывают и синтетические, которые уже не приклеиваются. Да. Такая цветная вата, она мне очень нравится для изготовления вот малых фигур. Вот мне нравится то, что она, вот вроде бы тонкий такой слой, да, но она разделяется прям аж на 4 слоя. Вот можно несколько слоев. И вот такой кусочек можно использовать Бесконечно. на несколько материалов. И она немножко дороже, потому что ее красят именно краской для шерсти натуральной. Ну, то есть производство такое немножечко... Да, сложное. Да. Да. Для того, чтобы изготовление клейстера, нам нужен крахмал. Но многие, наверное, умеют им пользоваться. В маленьком стакане разводим немножко, там, столовую ложку крахмала, немножко воды нужно добавить, немного. И, например, вот в посудке я заливаю кипяток, и в отдельной посуде уже как бы крахмал. И помешивая, добавляю до сметанообразного вот такого клейстера. Так. А из муки нельзя сделать? Из муки можно, но их могут животные съесть и насекомые. И, конечно, для изготовления вот таких маленьких елочных игрушек уже нужно сделать каркас. А он изготавливается из проволоки. Ну, он продается в строительных магазинах и творческих. Мастерских, да? А вот, как сказать... Это силиконовый молд. Ну, а личико вы как сделали? Оно уже готовое или вы сами как-то его... Вот оно готовое. Оно готовое. Да, отпечатываем. Отпечатывается, появляется вот такая форма. Затем мы ее уже раскрашиваем. Сначала я раскрашивала кисточкой.
Ну, конечно, руки трясутся, тоже тонкая работа. И в творческом магазине я нашла вот такие изумительные марки, эти гелевые ручки перманентные. Вот краска не уходит. И вот ими, оказывается, можно очень тонко рисовать. Тонкую работу Ага, какую-то, тонкую да? работу, да. Вот глаза для этих кукол, О, как вообще. например. Как будто из 50-х годов эти куколки. Для изготовления декорирования Дедушки Мороза, конечно, можно их покрасить акриловой краской. Если вы красиво рисуете, вы можете всю одежду его расписать Разрисовать. различными узорами. Как вы сами хотите. Но тоже интересно сделать из салфетки. Вот салфетка, она бывает вот такая декоративная, она многослойная. Вот видите, нужно вот эти все слои убрать и приклеить вот Уже основной на фигурку. Да, на фигуру основной цвет. Вот различные салфетки такие продаются. Ну, это тоже очень То есть интересно. это все по материалам. Ну, клей нужен. Нужен клей ПВА. И иногда люди используют не клейстер из крахмала, а вот такой строительный клей разбавляют водой, и он тоже придает очень хорошую прочность для игрушек. Вот такие игрушки, они могут храниться столетиями. И это может быть таким подарком для будущих своих поколений, да? И рассказывать о том, как жили наши предки. Чтобы у нас голова нашего Дедушки Мороза не шевелилась и не болталась, мы ее можем прикрепить с помощью простых ниток. Можем обмотать ее покрепче вокруг бутылочки. Можем руки тоже обмотать, чтобы фольга у нас не сползала и не теряла форму. Ну, для большей уверенности. И просто отрываем. Не надо там завязывать, просто отрываем. Сейчас приступаем уже к самому сложному этапу. Это мы формируем нашего дедушку ватой. Так. Есть несколько способов. Не увидела, как вы там руки прицепили, но надеюсь, что это не шевелится. Нет. Так, вот смотрите, берем вату, примерно половину, да. Берем вот такую полосочку на руку. Смотрите. Вот примерно так. На всю такую. руку вместе с варежками? Да. На всю ручку. Примерно. Вот. Мы взяли вот такую полосочку. По ширине руки. По ширине руки. Так, поширше надо. Отсюда берите. Так. Отсюда вот так. Поняла. Так, хорошо. Делим ее на две части. Мы ее сначала обматываем. Вот так руками. И прикрепляем, опять же, нашей Ниточкой. волшебной ниточкой. В общем, все очень Да. просто. Это у нас первый слой. Так, формируем рукавички, варежки. Так, у меня, смотрите, выглядывает ничего? Нет, вот надо закрыть ее. Правильно. Видите? Вот так вот. Ага, вот так закрыть, чтобы у нас все Видите, было все гладко. должно быть закрыто. А потом берем ниточку и начинаем ее, в общем, сшивать. Закручивать. Своего рода. Ну, чтобы рука вот, можно ее вот так, смотрите, крутить и через голову пропускать, чтобы она как бы вата у нас Крепче держалась. крепче держалась. История ватных игрушек берет начало из Германии, из Дрездена. Так. Впервые
такие ватные игрушки делались в Германии. Они были плоские. Потом они начали в различных артелях делать уже объемные игрушки. И мода к нам пришла в XIX веке в Россию. Ну, потому что вата, она дешевая, как бы. Из нее можно сделать разные игрушки. И они очень красиво смотрятся. И вообще все, что создано руками, это здорово. И своего рода каждая семья может сама и изготовить себе вот Персонального такие, своего да. Дедушку Мороза. Это очень популярный товар. Итак, Вата? Ватные игрушки. Потом вот в России они у нас тоже до У меня одна рука революции. что-то как-то потолще получилась. Ничего, потому что у нас Дедушка Мороз, у него будут рукава уже больше. Так. Так, теперь мы уже приступаем к склейке. Так, берем вот эту вторую половинку нашу, да, которую мы Не использовали. не использовали. Обычно новички, они боятся вообще испортить, поэтому работают более так осторожно. Ну, я вас призываю не бояться. Вата, она такой материал, ее можно всегда нарастить. Если где-то там дырочка или что, ее можно налаживать друг на друга и как бы... И все закроется. Да, и все закроется. Берем вот так нашу ватку, вот так прям, крахмал. Берем наш крахмал и прям можем вот берем наши кисточки, смело наливайте крахмал. И мы вот это все дело равномерно Должны распределить по всей вате. По всей вате. То берете кисточку. И вот так размазываем, да? По времени сколько занимает примерно вот создание? Изготовление одной ватной игрушки, конечно, если ее делать основательно, несколько дней, потому что ее каждый слой нужно просушивать. Очень хорошенько просушивать. Да. Мы сейчас как бы на скорую руку просто покажем технологию, а на самом деле каждый слой нужно просушивать для того, чтобы она была прочная. Вот мы взяли, формируем ему вот такую юбочку. Прям всего промазываю или не столько? Я что-то все Да, промазала. ну можно все. А есть люди, которые работают чисто руками. Ну это даже быстрее, потому что, вот, например, я беру клейстер и начинаю мазать. Но всегда нужно в одном направлении мазать. Если вы будете в разные стороны, то вата у вас будет также двигаться в разные стороны. Так, пусть будет. Вот смотрите, нужно ее проглаживать. Не вот так вот притоптывать, как бы, да? Да, проглаживать. А проглаживать. Так. Вот. В общем, Тогда у нас будет гладкая. гладенький должен получиться. Так. Одежка наша. Так. Используем влажные салфетки. Ну, протираем руки. Клейстер, который у нас тут остался. Берем еще ватку. Тоже работаем с полосками в начале. Теперь у нас осталась грудь, да? Половиночку берем. То же самое проделываем. Половинку. Вот так. И то же самое. А потом кисточкой. Вообще вата, она должна насквозь промокнуть. Должна быть Да. мокрой. Такой, Вообще прям, да? мокрая должна быть. Слушайте-ка, а раньше же вот делали, это как вот мы когда-то в детстве делали из газет вода или что-то мы там Папье-маше. добавляли. Да, папье-маше. Папье-маше. И много-много слоев, а потом маски формировали. Да, это из папье-маше этих. технология. Да, технология Такая. папье-маше.
Я думаю, в детстве вот бабушки, Вот дедушки смотрите, наверняка. вот таким образом я закрываю тело моего Дедушки Мороза. Так. И опять же проглаживаю. Так его. вот. Ну, что-то у нас шубка как-то не хочет Ничего, формироваться. ничего, мы еще положим слой, если он у вас будет Топорщится не там такой, как-то, да? какой вы хотите. Вот видите, у меня появились вот такие некоторые отверстия. Их я могу тоже закрыть. Ой, слушайте, прям такое удовольствие, вот когда ты возишься с этим делом, да? Это арт-терапия. Правда, да, ты прям вот обо всем когда- забываешь. да, вот обо куда всем. чего. Время течет медленно, прям вот замедлилось время. И прям здорово. На мастер-классах, Ощущения прям фантастические, в общем. на мастер-классах время проходит очень быстро. Мы сидим, оказывается, уже 4 часа прошло. Вот это А мы да. сидим и любуемся. Понятно. После одного мастер-класса одна моя, У вас также он это как немножко, да, как бы это, ну, шубка, в общем, у меня, видите, вот отстает чуть-чуть, типа. нет, вы ее должны вот так проглаживать. Ну, я Аккуратненько. проглаживаю. Так. Мгм. Ну, теперь, как бы, мы берем тоже вот такой слой ваты, даже поменьше можно, такой поменьше слой ваты, и формируем рукавички. Так. Хорошенечко намажем клейстером. И вот делаем рукавички. Ну, вообще, ватные игрушки раньше были с религиозной тематикой. И поэтому запретили делать вот, как бы ватные игрушки на религиозную тематику. И поэтому уже появилось больше каких-то тематических игрушек. Там персонажей из сказок, советские вот эти игрушки. Ну, то есть вот Советский Союз все-таки вот именно идеология вмешалась, Да. и благодаря этой идеологии у нас появились сказочные герои другие, да? Какие-то, может быть, агитационные, что-то там Да, да. такое, да? Вот. Школьники, Типа вот, строители примерный коммунизма, пионер, пионеры. а да. девочка-отличница. Это было очень популярно. И сейчас вот тоже идет бум этой популярности. И вообще вот игрушка, созданная руками, она несет очень большую энергетику, потому что когда человек ее делает, он же вкладывает свою любовь, Да, свою он тепло, старается. свою энергетику, Да. да. А энергетика, она все равно, вот энергия, она остается энергией. Да. Да. Так, теперь. Так, вот мы рукавички сделали. Теперь нам нужно сформировать рукава. Так. Опять-таки из ватки. Да. Вот у нас, у тебя сколько осталось? У меня мало осталось. Вот. Так, ну, делим ее на 2 части. Так. Вот возьмите ножницы. Вот. Для того, чтобы сделать вот такой рукав, подгиб, нужно сначала промазать клейстером вот этот край. Делаем вот такой подгиб. Вот. Затем мы промазываем руку нашего Дедушки Мороза всю, чтобы вата к нему прилипла. Правильно, да? Вот сейчас я здесь И делаю подгиб. подгиб. Вот так. Теперь Потом руку мажем. руку мажем. Смазываем.
размазываем и Крахмалом. Так. формируем вот такой рукав. Смотрите. Вот я держу. Кладем вот это Да. то, что с подгибом. Это Мгм. как? Вот сюда. То Где есть мы уже рукавички. кладем, не мажем Да. ничего, уже не Да. ватку саму. А, внутрь Вот у так. нас подгиб. Да, внутрь. У нас идет внутрь подгиб. Внутрь. Ага. Вот, поглядите. Внутрь подгиб. И вот так вот мы. Мгм. И заворачиваем вот так. Так. Вокруг руки. Мгм. И здесь уже нужно работать с клеем. Мгм. Хорошенечко промазывать и внутреннюю, и внешнюю сторону нашего рукава. Снаружи тоже размазываем клеем, намазываем, чтобы рука у нас была гладкая.